Салем, достар! Меня зовут Дияра, и я носитель казахского языка. А также я студент филологического факультета МГУ. И в этом видео мы с вами разберем, как правильно представиться на казахском языке. Это может пригодиться где угодно, на занятиях, в поездке, на работе, в новой компании или даже на собеседовании. Поэтому лучше быть готовым к этому заранее и выучить свою самопрезентацию на казахском языке наизусть. Вообще, с чего следует начать самопрезентацию? Начинаем мы всегда с приветствия. Есть формальный вариант и неформальный вариант. Давайте начнем с формального варианта. Сәлеметсізбе. Здравствуйте. Далее. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш. Доброе утро, день, вечер. Это были формальные варианты, а есть неформальные, там, с друзьями, там, со своими сверстниками и так далее. Это сәлем или просто қалайсың, как дела. Или если людей больше, то қалайсыздар во множественном числе. Итак, всех поприветствовали, а теперь нужно назвать свое имя. Есть также несколько вариантов того, как назвать свое имя, поэтому я приведу такие самые базовые, чтобы вы могли выучить и когда нужно будет прям все правильно высказать. Итак, самый такой базовый – это менің атым Дияра. Вот вместо слова Дияра вы подставляете свое имя. Менің атым Тамирис, менің атым Андрей, менің атым Леонардо Ди Каприо и так далее. Второй вариант еще проще – атым Дияра, атым Тамирис, атым Андрей. Если вы хотите добавить фамилию, то можно сказать толық атым, то есть мое полное имя, толық атым Дияра Сабитқызы, толық атым Байбосынова Айшолпан. Далее нужно указать, где вы живете и откуда вы родом. Мен Астанаданмын, я из Астаны. В данном случае мы используем название города. Далее окончание шығыс септік, исходный падеж, и личное окончание. Мен Астанаданмын, мен Алматыданмын, мен Шымкенттенмін, мен Парижденмін. Где вы живете в данный момент? Мен қазір Мәскеуде тұрамын. Тут также используем название города плюс уже окончание жатыс септік. Жатыс септік – это местный падеж, то есть локальный, да, где мы находимся. Мен қазір Мәскеуде тұрамын. А вы, например, можете жить там в Астане. Мен қазір Астанада тұрамын. Мен қазір Алматыда тұрамын. Еще один вариант, можно сказать, откуда вы приехали. Например, мен Қазақстаннан келдім. Мен Ресейден келдім. Мен Қырғызстаннан келдім. Во всех этих случаях мы можем опускать местоимение и сказать просто Қазақстаннан келдім, Қырғызстаннан келдім, Ресейден келдім, Ақштан келдім и так далее. Но я думаю, логику вы поняли. Далее указываем на то, чем мы занимаемся. Например, я студент, я говорю мен студентпін, мен оқушымын. Если вы работаете кем-то, вы можете использовать данную конструкцию. Мен дизайнер болып жұмыс істеймін. Я работаю дизайнером. Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Я работаю учителем. Дополнительно вы можете указать на то, чем вы занимаетесь в свободное время. Бос уақыт. Бос уақытымда кітап оқимын. В свободное время читаю книгу. Обычно, когда люди представляют себя, они используют ауспалы осы шақ, потому что это регулярное действие. Мен кітап оқимын. Я регулярно читаю книгу, да? Поэтому используем ауспалы осы шақ. Это как present simple в английском языке. Ну все, теперь вы можете составить свою презентацию, выучить ее, проговорить вслух и быть готовым к любой ситуации. Теперь давайте мы познакомимся. Я очень хочу узнать вас поближе, поэтому напишите о себе в комментариях на казахском языке. Если вдруг там будут какие-то ошибки, я с радостью посмотрю и откорректирую их. А если вы только начинаете изучать казахский язык, приглашаю вас на курс «Казахский язык шаг за шагом», который стоит всего 25 тысяч тенге, и доступ у вас на курс остается навсегда. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Осталось совсем немного до 10 тысяч подписчиков, я очень жду эту цифру. Давайте уже добьем 10К. Вот, буду ждать от вас подписок. Чем больше подписок, чем больше подписчиков на моем канале, тем больше мотивации снимать для вас качественный, хороший контент. Всем спасибо за просмотр. Сау болыңыздар.